Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. События будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет и что с вами случится. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя. И прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие хорошие, хочу сердечно поблагодарить за ту невероятную и теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон. Итак, загадывайте на себя. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе, какая-то встреча вышла очень интересная. Встреча. Для вас это будет случайная встреча, а для того, кого вы встретите, это прям коварный план. Да, человек готовится уже сейчас, какой-то день выбрал, либо знает, где вы будете, в какое время, в каком месте, настраивается, подготавливается, костюмчик подбирает, слова прописывая, да, тренирует эти слова перед зеркалом. Девушки встретят мужчину, мужчины встретят женщину. Тот, либо та, кого вы встретите, испытывает к вам невероятное, неземное чувство. Чувство называется любовь. Человек так сильно на вас ориентирован, так сильно настроен, это прям всем в глаза бросается, но вы почему-то не замечаете. Вот вас этот человечек и встретит. Угу. И вы такая: о, случайно встретились. А человек такой: вот мой план и удался. Знаете, несмотря ни на что, несмотря на то, что человеку будет очень сложно, но вас явно куда-то позовут, вам явно что-то будут предлагать. Там, сходить на свидание, либо вам будут предлагать помощь, либо вас куда-то конкретно будут звать, приглашать. Вот именно этим закончится. И знаете, я так скажу, эта встреча, она вот каким-то теплом для вас закончится. Вам станет тепло, вам станет хорошо. Может быть, действительно вам нужна помощь. И тут человечек прям скажет: а я тебе помогу, а я для тебя сделаю. И вы такая: ну замечательно, да, пусть так и будет. В общем-то, как-то вы по-хорошему договоритесь и с теплом расстанетесь. Скорее всего, вот на свидание либо на встречу договоритесь. С левой стороны, я же говорю, для вас это неожиданно, а человек прям планирует, готовится и готовится уже сейчас. Дальше, в самом центре у вас какие-то сломанные палки, да, какие-то палки, бревна, что-то сломанное, поломанное, то, чем вас могли бить, ну, в переносном смысле, скорее всего, какие-то обвинения, претензии, угрозы, нападки, какие-то, вот знаете, чем-то цеплять, что-то против вас иметь. Все это сломалось. Все это мертвым грузом лежит прямо в центре, в какую-то пирамиду легло. Мои хорошие, закончится тяжелый, сложный период во взаимоотношениях, либо закончится период, когда от вас чего-то требовали, вымогали, вас прессовали, да, гнобили, может быть. Да, этот период заканчивается. Причем заканчивается независимо от вас. То есть это происходит само собой, либо по велению высших сил. Да. Те, кто на вас нападал, они сдаются, потому что нападать нечем. Все палки сломались, да, все копья погнулись. Нечем нападать, все сломано. У людей закончились эти их надуманные аргументы, да, надуманные обвинения. Вот как такой перелом мне прямо идет, перелом на радость вам и
на пустоту тем, кто вас обижал. То есть те люди будут опустошены, они так руки опускают, ну типа, а что мы можем сделать? Все, что могли, уже сделали, да, ничего не сработало. А вы как свободу от этого обретете. Вас это очень порадует. Вы прям отметите, что мне теперь легче. Ну вот все, конец, точка, закончилась. Никто не нападает, никто не давит, никто не обвиняет, да, вот какой-то такой момент. Может быть, это связано там с какими-то конкретными людьми, может, это связано с родственниками, может, это связано там с банками, допустим, либо еще с чем-то. Но вот это закончится. Поломанные палки лежат. Дальше. На будущей неделе женщины будут очень хороши, а мужчины очень мужественны. О чем это говорит? О том, что вы в себя приходите, о том, что вы расцветаете. Женщинам прям и захочется прям больше за собой поухаживать, там причесочка, макияжик, там что-то такое прям стильненькое одеть, интересненькое. А мужчины будут проявлять свою мужественность. Мужчины будут помогать, защищать. Мужчины будут вести себя как-то вот прям, знаете, по-другому. Вот герои мне мужчины идут. Вы так себя будете ощущать. И люди, которые вас окружают, тоже вас так будут видеть. Прям яркие личности, ярко проживаете жизнь. Так идет. Так, еще кто-то с вами выйдет на контакт, выйдет на связь. Человек, которого долго не было, либо человек, о котором вы мало что знали. Ну, может быть, хотели, но не было возможности узнать. Может, человек сам обрубил все канаты вот эти связи. Ну вот человек объявится, появится, либо какую-то весточку вам отправит. Это хорошее событие с правой стороны. Вам будет приятно. Если там особенно переживали, вас волновал этот вопрос, да, вам прям приятненько станет. Ну и также идут какие-то очень неожиданные новости, сообщения, какая-то неожиданная информация, которая вас даже может застать врасплох. И вы так, ох, а я и не готова, да, либо ох, я не готов. Мои хорошие, с левой стороны, но это неплохо. Здесь для какого-то человека как будто бы буква А перевернулась. И как будто бы какие-то вилы, грабли. Не знаю, что вилы и грабли в принципе одно и то же. Ну как одно и то же? Это инвентарь. И очень болезненно, да, если наступить на грабли, если наступить там на вилы. Это что-то неприятное. Буква А. Кто-то занимал лидирующее место, кто-то считал себя номером один. Может быть, действительно какой-то человек, там высокий пост, высокую должность занимал. Буква А перевернулась, и вот вилы, грабли получились. Ну, либо кто-то получит по заслугам, либо кто-то лишится. Лишится не только звание, должности, но еще и по шапке получит. Вот так мне идет. У вас это будет действительно какая-то неожиданная информация. И вы так, ничего себе, да? Даже вот таким на букву А прилетает. Ну, может быть, да, человека зовут на букву А, но вообще буква А это как начало, да? Главное начало идет. И еще, мои хорошие, мост сломается. Но этот мост, он и так наладан дышал. Здесь какие-то отношения, которые изжили себя, либо отношения в тягость, либо отношения, которые кроме там неприятностей ничего вам не давали. С кем-то у вас были эти отношения дружеские, там, любовные, там, коллеги вы могли быть, там, соседские, да, вот наладан дышал мост, и он ломается. Ломается, потому что так надо, потому что так лучше. Да? Лучше не общаться, чем общаться в тягость себе, да, в муку себе. Опять же, вот испытываете чувство облегчения такого. Ну, хорошо, ну и ладно, хорошо, хоть так закончилось, да. Хорошо, что это все прекратилось, вот, какие-то такие ощущения. Дальше. Кто-то из ваших то ли родственников, то ли знакомых звездочку поймает. У кого-то мечта либо желание исполнится. И человек там то ли проставляться будет, то ли праздник организует, то ли с вами своей радостью поделится. И знаете, вот действительно порадуйтесь. Вы за себя так не радуетесь, как порадуетесь за своего близкого, либо за свою подругу, за своего друга. Что-то хорошее. Но звездочка маленькая, но тем не менее, это приятно. Приятно, когда у близких что-то хорошо заканчивается, да, либо мечты исполняются. Дальше у вас какая-то задача. Задача очень сложная. Задача, с которой вам придется повозиться. Может быть, с работой связана, может быть, с делами, с какими-то вашими.
Но задача, там много неизвестных, и вам придется эти все неизвестные решать, да, как уравнения решать. Кто давно не решал уравнения, вспоминайте, да, либо настраивайтесь. Возможно, даже понадобится чья-то помощь. Возможно, даже помощь, либо консультация не одного человека. Ну, в общем, придется побегать, да, придется поднапрячься, придется побегать. Я вижу, что вы эту задачу решите. Не сразу, не за один день, но вы ее решите. Ну, вот какая-то задача вам идет. Но никак по-другому, понимаете? Да, придется кому-то обращаться, с кем-то прям сидеть, мозговой штурм, да, вот это все придумывать. Еще люди чувствительные на будущей неделе будут видеть сны. Сны могут быть разными. Сны, которые дают подсказки, либо эти сны как знаки. Знаки о будущем, знаки о том, что грядет. Не могу сказать, с чем это связано. Может быть, там астрологи могут об этом сказать. Я не астролог, у меня поверхностные знания в астрологии. Поэтому, если смотрят мою отсыпку астрологи, да, поделитесь, что будет происходить на будущей неделе в комментариях, если не трудно. Я тогда закреплю ваш комментарий, чтобы все могли почитать, понять. Может быть, что-то другое происходит. Но вот сны, да, будут сны, и сны, вот знаки передают, значения, знаки, да, научитесь их разгадывать, либо сонник найдите, достаньте, приобретите. Но вот, да, снов будет много. Ну, буквально вот каждый день вам что-то будет сниться. Вот единственное, что скажу, что в понедельник всегда сны пустые. В ночь с воскресенья на понедельник всегда сны пустые. Вот на этот сон можете внимания не обращать. Если не запомнили, вообще не важно. А вот все остальные дни, да, там нужно прям запоминать и пытаться разгадать. Там знаки идут, именно знаки. И еще на вашей стороне очень много финансовых возможностей, денежных возможностей. Да, вот правильно сказать, денежных возможностей. Все, что связано с деньгами, получением денег, зарабатыванием денег, все у вас идет просто вот через зеленый этот свет светофора. Да, вот дороги все открыты. Если вы прям ставите себе цель заработать, вы этой цели точно добьетесь. Если у вас есть какая-то необходимость в какой-то сумме, вы эту сумму точно обретете. Вы все разные, каждый будет обретать по-своему. Но вот Вселенная, она вас слышит. Да? И на будущей неделе она включает вам везде, на всех дорогах, на всех перекрестках зеленый свет светофора. То есть для вас все дороги открыты. Конечно, нужно прилагать какие-то усилия, хотя бы какое-то движение в сторону денег делать. И помех вам точно не будет. У кого-то прям неделя очень прибыльная может быть. Особенно если вы постараетесь, заработаете гораздо больше, чем, например, за предыдущую, либо в принципе за прошлый месяц. Деньги могут приходить как и положенными платежами, так еще какие-то дополнительные доходы, приходы могут быть. Если вы работаете с людьми, то без чаевых вы точно не останетесь. И также, мои хорошие, если были какие-то проблемы именно с получением, обналичиванием, может быть, какими-то там денежными переводами, это все порешается и будет очень успешно туда-сюда, как часики бегать. Дальше. Проявление негативного человека. Ну, тут вам такой совет. Взять косу, да поострее, подлиннее, да, и этой косой не церемониться. Человек, который в 2 раза меньше, чем вы, тут, скорее всего, имеется в виду не рост, а сила, да, сила, значимость. Кто-то очень незначительный и кто-то очень несильный, да, слабенький человек попытается вас то ли продавить, то ли за счет вас самоутвердиться, то ли, знаете, как перепутают ваше хорошее воспитание со слабостью, да, скажут, что она мне сделает, она очень воспитанная, деликатная, добрая, мягкая. Вот я ей нахамлю, да, и свой статус подниму. То есть все будут видеть, какой я крутой, либо какая я крутая, все будут меня уважать. Вот. И человек к вам подойдет, а вы его, пожалуйста, сразу вон косой. Прям четко показали, косой коси. Да, не церемониться. С такими нельзя церемониться, они ведь ничего не понимают. Они ведь понимают только на уровне грубой ответки, да, грубой силы. Да, попытается тут, понимаете ли, утверждаться, да, испортить вам настроение. Какая-то мелочь, но противная.
Еще, мои хорошие, вот здесь показан человек, который стремится, либо спешит к вам добраться, с вами повидаться, может быть, что-то вам отдать, передать, сообщить. Очень быстрый человек, и как-то, знаете, все как на скоростях идет. Прибежит, что-то буркнет и убежит, да, а вы стоите и думаете, а что хотел, что говорил, либо говорила. Значит, надо ловить на ходу, да, и спрашивать, либо разбираться так, чтобы вы поняли, да, что человек хочет сказать. Тут даже вплоть до того, что человек может позвонить вам, да, и что-то там в трубку, 2 слова сказать, и всю и трубку бросить, да, дальше побежать. Вот, а вы ничего не поняли. Что-то важное будет говорить, и нужно узнать конкретно, вот все узнать, что хочет, что надо мне сообщить, что я должна понять. Вот, ловите, ловите и не отпускайте, пока не разберетесь. Может быть, действительно человек весь такой в суете, в запаре, а может быть характер, либо манера такая, да, вечно в бегах, вечно там что-то сказал, что-то подумал, да, не сказал. Могут быть проблемы из-за этого, если вы не поймете, либо если человек недостаточно четко и качественно вам объяснит. Это с левой стороны. Прям показано, что лови и держи, пока все не расскажет. А вот здесь вы будете с чем-то разбираться. Ну, допустим, это может быть собрать что-то, разобрать что-то, переложить, сложить, не знаю, мебель какую-нибудь в Икее купить и по инструкции ее собрать. Ну да, что-то похожее на инструкцию. Может быть, с какой-то компьютерной программой будете разбираться. Может быть, с какими-то программами, не знаю, в телефоне, допустим, в смартфоне. Ну да, придется, конечно, посидеть, подумать. И, возможно, не все, и, возможно, и не с первого раза. И вас это немножко будет раздражать. Ну вот, не знаю, как вас, но меня очень раздражает мебель из Икеи. Для меня это самое страшное. Да, некоторые программы, особенно если там на другом языке, и ты сидишь, там пытаешься понять, вспомнить, что ты знаешь на этом языке, сложно. Либо с этим переводчиком. Кстати, у кого-то еще может отыграться переписка с иностранцами. Вот не зря я про переводчика сказала. Может быть еще и такая ситуация. И вам вот придется и соображать, что там написано, и как-то писать эти ответы. Кстати, переводчики не всегда правильно переводят, да, там всякие сленговые слова есть. Ну, какая-то морока вот тут вышла. Разбираться морока идет. И еще, мои хорошие, скорее всего, в семье, потому что здесь семья показана, да, либо родственники, либо семья. Что-то вы будете обсуждать, и о чем-то вы будете договариваться. Может быть, что-то планировать, допустим, отдых. Либо планировать там, приобретение жилья. Либо планировать переезд, допустим, кто-то будет планировать. Либо какое-то мероприятие будете планировать. Да? Ну, у каждого свое будет. Все хорошо, но только не поругайтесь, потому что здесь у каждого свое мнение, и каждый готов топить до последнего. Надо искать консенсус, и нужно уметь в семье договариваться. Кто-то должен взять на себя позицию лидера, либо третейского судьи, чтобы не случилось конфликта, чтобы не пострадали ничьи интересы, чтобы все были довольны и чтобы принятое решение всех устроило. Вот это очень важно, потому что страсти тут не семейные, не детские кипят. Прям серьезно все очень будет. Все как-то хорошо, спокойно начинается, и вроде вопрос такой не сильно там прям сложный, но люди могут между собой разойтись во мнениях, и чтобы ссора не произошла. Возможно, даже это прямое обращение к вам, чтобы вы следили, контролировали, держали руку на пульсе и не дали своим родственникам между собой поссориться, близким людям. И еще вам тут совет, с чем-то нужно поспешить. Нельзя больше откладывать и нельзя больше медлить. Смотрите, вы все разные. Может быть, вы что-то хотели делать, может быть, вы что-то придумали, у вас какая-то идея была, либо есть какая-то необходимость. Не надо откладывать, постарайтесь сделать как можно быстрее. Чем раньше сделаете, тем лучше будет результат. Вот. Откладывать уже нельзя. Постарайтесь, по крайней мере, на неделю все это сделать. Терпеть, откладывать, это как против себя играть, да, либо себе какой-то ущерб причинять. А может быть, даже
у вас потом уже ничего не получится. Ситуация может измениться коренным образом, и уже ничего не поделаешь. Жалко будет потом. Еще какие-то бабочки. Бабочки. Ну, бабочки — это праздник, это легкость, это веселье. Что-то приятное. Бабочки маленькие, но их несколько. Что-то приятное. Одна бабочка, кстати, с женщиной связана. Может быть, это ваша дочь, либо это ваша подруга. Одна бабочка с ней связана, другая бабочка сама по себе летает. Как два каких-то события, либо две ситуации. Легкие, приятные, комфортные для вас. Дальше, мои хорошие, вам придется помогать кому-то. Помогать, причем помогать очень активно. Там человек сам не справляется, ну, либо человек запутался, и вам придется помогать. И знаете, я так скажу, можно сказать, что вы за человека все сделаете, либо все переделаете. С одной стороны, это очень похвально, а с другой стороны, пусть это не будет привычкой, пусть это не станет постоянкой, да, нельзя этого допускать. Помогать вы можете друзьям, подругам, родственникам, близким людям. Но вот как-то проговорите, что вот я тебе сейчас помогу, да, а вот в следующий раз, пожалуйста, сам, либо сама справляйся. Чтобы это потом не стало вашей постоянной обязанностью. Чтобы с вас потом не требовали, что вот иди, приди, помоги. Либо вас не обвиняли. Ну ты же не помогла, вот ничего и не сделано, да, либо у меня проблемы теперь. Как-то надо аккуратненько, да, заранее проговорить. Вот сегодня я тебе помогу, а в следующий раз, пожалуйста, сам, либо сама. Вот это будет правильно. Что-то вы будете мастерить, создавать, творить, какой-то шедевр. За шедевры возьметесь. Возможно, это ваше хобби, да, вы любите там лепкой заниматься, либо вы шьете, вяжете, может быть, вы, не знаю, торты на заказ печете, да, что-то создаете. Может быть, там кукольные домики делать. Почему-то пришли эти кукольные домики, какие-то миниатюрки, может быть. Что-то вы делаете, вы сядете за шедевр. Именно на будущей неделе родится шедевр из-под ваших рук. Сами себя превзойдете. То есть вы раньше все классно делали, а в этот раз это именно шедевр. Это то, что вас прославит. И это то, что, ну вот как отражение вашей души, да. Душа прекрасная, душа шедевра создает. Да, превзойдете сами себя. Сами себя. Очень классное что-то сделаете. Уникальное, необычное. То, что другие точно не могут. Не то чтобы сделать, даже повторить не смогут за вами. Даже если будете прямо вот говорить так. Все равно не сможет человек повторить. Здесь вот вы как творец, как создатель, креатор чего-то необычного, шедеврального мне идете. Так, и еще показан момент с какой-то птицей связан. Но птица достаточно крупная, и птица, она как пролетом, да, она не летит конкретно к вам, она как будто бы над вами будет пролетать. Может быть, да, человек будет проездом ехать, с вами встретиться, там будет буквально 10-15 минут поговорить, а может там час будет, как-то быстрый обмен новостями, и птица полетит дальше. А может быть, вы с кем-то договоритесь, допустим, человек там едет в сторону, где живут ваши там родители либо родственники, и вы человеком сможете что-то передать. Ну, как этот почтальон, посыльный, почта, такая экспресс-почта. Да, интересно. И еще показано, что вы на своем месте как будто бы прочнее стоять будете, прочнее. Это может касаться работы, это может касаться роли в жизни, в семье, в отношениях, как упрочите свои позиции. Либо убедитесь в том, что вы все делаете правильно. Может быть, вам было тяжело на работе, либо вам было тяжело в отношениях. А теперь вы понимаете, что вот я на своем месте, это мое место, мне здесь хорошо и комфортно, мне здесь удобно, и я никуда с этого места не сойду.
как будто бы корни пускаете, да, на том месте, на котором стоите. Это очень хороший знак на самом деле. Тревоги, сомнения, переживания, это все уйдет. Часы показали, часы наручные с левой стороны. Если у вас часики, вы их любите, и у них, например, там ремешочек немножечко прохудился, да, на ладан дышит, не рискуйте. Лучше идите в мастерскую, меняйте ремешок. Ну, либо сами поменяйте. Носите аксессуары, особенно часы, у которых есть уже какие-то проблемки, да, не рискуйте. Можете потерять, либо, не дай бог, спадут с руки, еще там разобьются. Не надо этого. И также такими часами могут показать, что вы можете опаздывать. Вроде как вы все спланировали, да, вроде как вы там рассчитали время, а можете из-за какого-то форс-мажора опаздывать. И так может продолжаться всю неделю. Вот как на перегонки со временем. Кто быстрее, да? Но часы выше, значит, часы будут быстрее. Может быть, кто-то будет постоянно опаздывать всю неделю, и вас это будет раздражать. Ну, скорее всего, касается вас. Может, вы, да, сами на себя можете злиться, что вот проспала, вот там не рассчитала, вот там задержалась. Такие моменты. Но с часами, да, связано. А еще показано, что вы себя попробуете в роли лучника, но стрелять вы будете как будто бы с завязанными глазами. То ли рисковать будете, то ли действовать по интуиции. Да? Завязанные глаза, значит, по интуиции. Стрелять по мишеням, которых не видите. Ну, здесь вам совет верить в себя и не спешить. Да? Вот прям настройтесь на эту мишень, постарайтесь ее сердцем увидеть. Пусть глаза завязаны, но сердцем смотрите. И если это касается риска, то, в принципе, с правой стороны других вариантов у вас нет. Да, придется рисковать, придется довериться небесам, ангелу-хранителю и рискнуть. Ну, что есть, то вам я и сказала. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.